Рабочая группа по разработке предложений по возможному транзиту грузов через территорию Абхазии была создана президентом республики еще в июне. Из-за болезни руководителя группы, заместителя главы администрации президента Валерия Паба, первое заседание состоялось только на прошлой неделе. В состав рабочей группы вошли представители Государственного таможенного комитета, Службы госбезопасности, Министерства экономики, МИДа и парламента. Также участие в работе группы принимают руководители железной дороги, аэропорта имени Ардзинба, морского пароходства и приглашенные эксперты Инал-Хашик и Астамуртания. Цель этой рабочей группы – это обсудить текущую ситуацию со всех сторон, с экономической, с политической, с точки зрения безопасности, с точки зрения меняющейся геополитики вокруг нас, с точки зрения интересов нашего стратегического партнера. И исходя из всех этих позиций, попытаться выработать модель, наше видение модели, как это могло бы работать. Вокруг нас мир меняется, и наша задача, чтобы в этих меняющихся обстоятельствах максимально защитить, во-первых, свои интересы, получить экономические и политические преимущества. На самом деле транзит иностранных товаров в Россию через Абхазию легален с 2012 года. Есть соответствующие соглашения, но абхазский маршрут не пользовался большой популярностью до февраля этого года. После начала специальной военной операции было принято решение об открытии параллельного импорта, так называемого, в Российской Федерации. И в связи с этим через территорию Абхазии, с начала февраля месяца, с середины февраля месяца по сегодняшний день был осуществлен ряд транзитов. Это касается транзита такого плана: море, машина и дальше. То есть кораблями доставлялся груз, здесь перегружался на автомобиль и выходил, в Российскую Федерацию. Никаких проблем с оформлением не было и в дальнейшем тоже не будет. То есть около 9 поставок таких уже было, разного рода товаров, разного рода наименований, начиная от перекиси водорода и заканчивая цементом. В обратную сторону тоже из Российской Федерации, допустим, у нас очень крупная партия транзита – это фанера. Да, то есть она автомобилями, железнодорожными вагонами завозится в Абхазию и потом уже кораблем вывозится дальше уже в Турецкую Республику, а там уже дальше, куда они везут, это уже нас особо не интересует. Сегодня плата за транзит по Абхазии составляет 0,1% стоимости груза. Это довольно низкая, а потому привлекательная для предпринимателей ставка. Плюс к этому единственный русско-грузинский КПП перегружен. Автомобили с товарами стоят в очередях по несколько дней. Потенциально второй путь через Ингур был бы востребован, но в Абхазии с 2007 года действует запрет. На сегодняшний день есть распоряжение президента, оно было подписано еще Сергеем Васильевичем Багапш, о запрете ввоза и вывоза промышленных продовольственных товаров с территории Грузии на территорию Республики Абхазия и обратно, за исключением ввоза и вывоза гуманитарной помощи, возимой международными гуманитарными организациями. Это было 23 июля 2007 года, потом в него вносились ряд изменений, в частности, в 2015 году президентом Хаджимба было подписано распоряжение об изменении в это распоряжение разрешения вывоза ореха, фундука. Обратилась к нам одна из частных компаний, которая хочет через территорию Республики Абхазия, выгрузив груз, пришедший из Турции, в одном из портов Грузии, на автомобилях провести его в Российскую Федерацию. Все официально. Стоимость товара $4,5 миллиона. В общем, такими суммами апеллируют, но, к сожалению, мы пока можем только им сказать нет. Депутат парламента Атгур Харазия входит в рабочую группу по транзиту и положительно оценивает перспективы этого направления. Я думаю, что если заработает транзит, и товары через Турцию, Грузию, Абхазию пойдут в Россию, от этого выиграют все. И Турция, и Грузия, и Абхазия, и Россия. Мы, конечно, думаем об Абхазии. Это дополнительные немалые поступления будут в бюджет. И я считаю, что давно надо было этим вопросом заниматься. Обсуждались все варианты. И морской путь,
и автомобильная дорога, и железная дорога, все варианты обсуждались. Но вы понимаете, что порт более 10 тысяч объемом кораблей, они не могут, даже 10 тысяч не может зайти в наши порты. Это надо провести определенные работы по углублению дна припортового. Что касается железной дороги, то требуется и его ремонт. Остается только автомобильный путь, который тоже надо изучить хорошо, потому что днем большая нагрузка на этой дороге. Это надо, если это заработает, только ночью может проходить транспорт. Скорее всего, они будут формировать какие-то грузы на границе на нашей стороне и потом колонной в ночное время провозить. Если мы до этого дойдем, конечно. По итогам первого заседания члены рабочей группы согласились, что считают целесообразным рекомендовать президенту Абхазии снять запрет на ввоз и вывоз товаров через КПП «Ингур». Мы считаем себя независимым государством. У нас там на западной границе у нас там пост ПСО там в таком достаточно авральном режиме постоянно работать. Но другие ворота вот на востоке, они вообще практически не задействованы, хотя у нас там и таможенники есть, и погранслужба есть, и все остальное. И куча всякой контрабанды проходит, заходит на наш рынок, да, и при этом как бы государство не получает никаких дивидендов, кроме одних проблем, да, там в виде там теневого рынка экономики. И сейчас, мне кажется, есть возможность все-таки, вот мы по ходу этой работы, заседания рабочей группы, мы пришли к выводу рекомендовать президенту снять ограничения на деятельность КПП «Ингур» и сделать так, чтобы этот контрольно-пропускной пункт, таможенный пункт работал в нормальном обычном режиме. Технически открытие грузоперевозок через КПП «Ингур» – процесс несложный, уверен заместитель Государственного таможенного комитета Аляс Лабахуа. К уже существующему пункту пропуска необходимо добавить площадку для досмотра грузового транспорта. Когда отменится это распоряжение, то пойдет, может быть, еще раз говорю, небольшими партиями, но пойдет ввоз сюда, значит, и реализация здесь. А потом уже дальше можно говорить и о транзите тех товаров, тех же сельхозпроизводителей. Мы не говорим о маркированных там грузинских товарах, это мы говорим о тех товарах, которые частные физические лица перемещают через государственную границу. Вот. И здесь никакой речи не идет о межгосударственной торговле. Априори не может быть этого вопроса, да, о торговле между нашими двумя государствами, потому что мы все прекрасно знаем, в каком отношении мы находимся с нашим соседом. Вот, поэтому здесь идет речь о торговле частных, так скажем, физических лиц, каких-то частных компаний и так далее. И транзит позволит нам, значит, ну, так скажем, еще раз говорю, государству серьезно заработать, если он пойдет в том же русле, как вот сегодня, допустим, идет в Верхнем Ларсе. Вопрос любого рода взаимоотношений с Грузией воспринимается в абхазском обществе зачастую болезненно. Депутат Атгур Харазия подчеркивает, что никто не собирается брататься с восточными соседями, но и упускать выгоду, которую Абхазия может получить от транзита иностранных товаров в условиях меняющегося миропорядка, тоже неправильно. Транзит европейских товаров, который будет проходить через Грузию и Абхазию, это один вопрос. Торговля с Грузией – это совершенно другой вопрос. Но я к тем, кто этот вопрос ставит, хочу сказать, что с Грузией торговля никогда не прекращалась. Другое дело, она имеет характер контрабанды. Посмотрите, везде и на рынке, везде есть грузинские товары. Это один вопрос. Второй вопрос. Тысячи наших граждан лечатся в Грузии. Мы это не видим. Мы же все об этом знаем. Давайте закроем им дорогу. Это будет правильно? Я считаю, это неправильно. Хотя я лечиться не поеду в Грузию. Ни при каких обстоятельствах. Но я с пониманием отношусь к тем, кто ездит. Но если человек умирает, а что ему делать? Надо везде, я считаю, что должны быть какие-то нормы.
Я против того, чтобы идти брататься там с грузинами. Но использовать те возможности, которые через Грузию мы можем получить, если люди у другого выхода, у людей нет, и государство не может предложить другого. Понятно, сейчас у нас очень много всяких противников, людей, которые боятся каких-либо изменений, да. Но в любом случае я считаю, что лучше самому зарабатывать на транзите, чем периодически ходить с протянутой рукой и потом расплачиваться пиццундами. Рабочая комиссия может выработать рекомендации. Глава государства может отменить постановление 2007 года. Но так просто транзит не запустится. Турция и страны Южного Кавказа не признают Абхазию. В Грузии действуют законы, ограничивающие взаимодействие с республикой. Но здесь это очень большой вопрос. Здесь и вопросы инвестиций в нашу инфраструктуру, потому что увеличение грузопотока через нашу территорию, оно не может произойти автоматически. Здесь и политические вопросы, и инвестиционные вопросы. То есть это так кажется, что легко раз взял, открыл и пошло-поехало. К сожалению, вопрос требует очень детального изучения, требует переговоров представителей Абхазии с разными участниками этого процесса. И вопросы технические, они все решаемые. Нужно решить вопросы политические и правовые, связанные с этой ситуацией. Вот. Если мы наметим правильное движение, почувствуем, что там есть какая-то перспектива, конечно, я думаю, интерес инвесторов к этим проектам будет выше. И тут разный комплекс возникнет вопросов, связанных, допустим, с сохранением нашего национального контроля за всякими важными стратегическими объектами, в том числе объектами коммуникаций. Вот эти все вопросы, естественно, мы должны быть к ним готовы. Вот. И чем шире будет дискуссия по этим вопросам, тем лучше. К вопросу транзита нужно подходить, исходя из того, насколько это соответствует интересам Абхазии и в какой форме мы можем участвовать, уверены все члены рабочей группы, с которыми мы пообщались. Мир меняется, и Абхазия должна выработать собственные позиции и предложения по новым логистическим маршрутам. Если мы упустим нашу выгоду, ее получат другие. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Инала Гухава, Абаза ТВ.